Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан аккредитовал нового посла Анголы. Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить Казань-форум-2024. Делегация китайских железных дорог посетила морской порт Туркменбаши и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить Международный экономический форум «Россия. Исламский мир. Казань-форум-2024». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Татарстана Рустама Минниханова. По поручению президента Сердара Бердымухамедова председатель Меджлиса Дуния Гозель Гулманова приняла верительные грамоты от посла Республики Ангола в Туркменистане Аугушту да Силва Кунья. В ходе встречи посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики страны, неизменным приоритетом которой было и остается широкое международное сотрудничество в интересах мира, всеобщей безопасности и устойчивого развития, говорится в сообщении Госинформагентства Туркменистана. Туркменбашинский международный морской порт с рабочим визитом посетила делегация государственной корпорации «Китайские железные дороги» во главе с генеральным директором Цянь Мином. Визит был нацелен на ознакомление с возможностями и развитием одного из ключевых транспортных узлов страны. Гости детально изучили инфраструктуру порта и его техническое оснащение и перспективные направления развития. В столице Турции состоялась презентация, переведенной на турецкий язык, книги президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь. Опора Родины». Мероприятие, организованное посольством Туркменистана и Союзом архитекторов и инженеров тюркского мира, прошло в библиотеке дворцового комплекса президента Турции. В Кунья-Ургечском итрапе Дашогузского вилаята Туркменистана продолжается строительство нового современного поселка на территории Генгешлика Тазе-Йол. После завершения работ поселок будет состоять из разнообразных зданий административного, социально-культурного и промышленного назначения, а также сотен комфортабельных жилых домов, в том числе двухэтажных коттеджей с полным набором удобств для новоселов. В Академии наук Республики Татарстан прошел международный круглый стол Махтумкули Фраги, великий просветитель и мыслитель тюркского мира. В рамках мероприятия были затронуты темы общности мироощущения Махтумкули и его общечеловеческих целей. Татарстанские ученые сообщили о целесообразности рассмотрения возможности установления памятника Махтумкули Фраги в Казани и памятника Тукая в Ашхабаде. Мероприятие завершилось стихотворением Махтумкули Фраги, который прочитала туркменская студентка КФУ Роза Бегалиева на туркменском, русском и татарском языках. Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что порядок, в котором преподаватели проверяют работы, может влиять на оценки студентов. Исследование, опубликованное в журнале Management Science, показало, что когда преподаватели оценивали работы по алфавиту, студенты с фамилиями, начинающимися на букву с А по Е, в среднем получали на 0,3 балла выше, чем те, чьи фамилии начинались на буквы с F по Z. При проверке в случайном порядке подобного эффекта не наблюдалось. Хоккеисты туркменского «Галкана» первыми вышли в финал на проходящем в Ашхабаде международном турнире, главный трофей которого оспаривает разбитые на две группы 10 команд из Азии и Европы. Этого успеха подопечные Андрея Макарова и Мейлиса Кулиева добились, победив в матче четвертого тура команду «Феникс» из Узбекистана со счетом 9-1. Одержав четвертую подряд победу, «Галкан» набрал 12 очков и досрочно обеспечил себе первое место в группе А. Воспитанники туркменской школы настольного тенниса Илья Саланазаров и Вепа Миредов стали серебряными призерами в командных соревнованиях на международном турнире среди юношей и девушек до 15 лет, который прошел с 10 по 17 апреля в турецком Балакесире. В финале туркменские спортсмены в упорной борьбе со счетом 3-2 уступили действующим чемпионам Европы до 15 лет. В ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы немецкий Байер со счетом 1-1 сыграл в ничью с английским Вестхэмом и прошел в полуфинал турнира по итогам двух встреч. Леверкузенский клуб продлил беспроигрышную серию до 44 матчей. Команда не знает поражений в нынешнем сезоне. 38 побед и 6 ничьих во всех турнирах. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.